Однажды отец спросил своих сыновей: в чем самое большое наслаждение для человека? «Охотиться с беркутом», — ответил старший. «Быть богатым», — ответил средний. И только самый младший из них, Угидей, сказал то, что так хотел услышать отец. Заботиться об Отечестве — вот самое большое наслаждение для человека. И не солгал Угидей, будущий правитель Монголии, потому что именно так жил великий отец его, Чингисхан. Чингисхан. История Ульдучинской школы, как национальной, начинается с 1993 года, когда в школе обучалось около 300 детей и открылись 3 национальных класса. Учителями в этих классах были Эрднеева Мария Петровна, Элеева Мария Баваевна, Немгирова Валентина Васильевна. Первые шаги, как национальные, мы делали под руководством Бадмаевой Наны Санжиевны, кандидата педагогических наук, преподавателя Калмыцкого университета. А затем в 1995 году под руководством Мукаевой Ачир Джагаевны, профессора, доктора педагогических наук. Первые выпускники национальных классов сегодня уже приводят в школу своих детей. Трудно вспомнить, сколько семинаров, конференций, различных встреч, среди которых гости из СНГ и зарубежья, из школ Калмыкии, было проведено нашим учреждением как базовой по национальному образованию. Успешная работа школы, ставшей гимназией, статус которой мы получили в 2004 году, была вознаграждена в начале премией в 100 тысяч рублей и школьным автобусом «Газель» от главы Республики Калмыкия. Затем миллионом от президента России. Учителя, хорошо понимая, насколько ценен для детей их собственный пример, стремятся решить эту задачу, активно участвуя в повседневной жизни школы. Хочется отметить зародившийся традиционный конкурс по типу телевизионного «Две звезды». Участниками становились учителя, родители и, конечно, дети. Конкурс, который проходил в 3 этапа, превращался в сельский праздник. Есть изречение: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Лучше и точнее не скажешь. Наши дети – неоднократные призеры телевизионных игр «Джангрин Ачнар», республиканских конференций в Бичкентурском, марафона «Хальмы-Кельн», «Мини-Кельн». Лауреаты премии главы Республики Калмыкия в 2004 году, 2014-2017 годах. В номинации «Лучший учитель калмыцкого языка» Шараева Лилия Батаевна. С особой гордостью можно отметить хореографический ансамбль «Нарна Толян», руководителем которого является учитель Бухаев Цирен Гаврилович, победитель конкурса «Сердце отдаю детям». Ансамбль – неоднократный лауреат республиканских, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Только увидев их выступления, можно понять, насколько талантливы наши дети.
Есть успехи и в проектно-исследовательской деятельности. В Республиканской исследовательской конференции туристско-краеведческого движения Бичкентёрском Эрднеев Лузан занял первое место. Его работа была замечена учеными и работниками музея. Лузан писал о семейных реликвиях, оставшихся от далеких предков. Моган Увер. Змеиный рог. Она говорит, всякие болезни лечат. Да. Есть необычная форма увлечения учителя национальных классов Акнеевой Зои Егоровны, где ей успешно помогают дети. Это журнал «Ералаш». Увлечен учитель, увлечены дети. 28 декабря – День памяти, трагический день в истории калмыцкого народа, который невозможно вспоминать без слез. На базе нашей гимназии в преддверии этого дня проходит детский межрегиональный турнир, куда приглашаются команды из Ростовской области, Ставропольского края, города Элисты и районов Калмыкии. Этот турнир, начало которому положил глава Приютнинского района Кравченко Иван Васильевич, посвящен Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа. Работа гимназии, как национальной, не проходит бесследно. Многие наши выпускники в настоящее время ученые, дикторы телевидения и радио, солисты калмыцкого государственного ансамбля «Тюльпан», преподаватели калмыцкого языка и литературы. Они вносят свой вклад в развитие культуры языка. Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания. В этом им помогают курсы повышения квалификации в Калмыцком республиканском институте повышения квалификации работников образования. Ежегодно педагоги Ульдучинской сельской национальной гимназии имени Ачуджагаевны Мукаевой повышают свою квалификацию, посещая курсы, семинары, конференции, проводимые КРИПКРО. С 24 сентября по 3 октября в городе Элиста для учителей калмыцкого языка и литературы прошли курсы по теме «Ценностный подход к преподаванию калмыцкого языка и литературы в свете образовательных стандартов по калмыцкому языку и литературе». Ключевым моментом этих курсов стал республиканский семинар на базе нашей гимназии по теме формирование ценностных ориентиров школьников через изучение языка, культуры, традиций калмыцкого народа в условиях сельской школы. В работе семинара приняли участие кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры, методика преподавания родного языка и литературы, автор учебного пособия ЮНР Галина Бимбеевна Бакланова, проректор КРИПКРО Берта Петровна Бальжирова, старший преподаватель кафедры Берта Сергеевна Агуляева. Программа семинара была очень насыщенной, познавательной. Учителя начальных национальных классов Светлана Ачировна Доржиева, Лилия Батаевна Шараева, Зоя Егоровна Акнеева, Бугляна Алексеевна Нурова работают по УМК ЮНР. Успех в обучении калмыцкому языку в наше время во многом зависит от личностных качеств учителя, от его творческого потенциала и трудоспособности. Учителя отмечают, что проблем в обучении калмыцкому языку достаточно много. Это и отсутствие единой методики, и несовершенство существующих учебников и программ, отсутствие языковой среды. Выход из сложившейся ситуации УМК ЮНР нового поколения. Он позволяет обогатить лексику, развивает речь, помогает обучить ребенка разговаривать на калмыцком языке. Все упражнения в учебниках сопровождены красочным иллюстрированным материалом, который, благодаря своей большой смысловой нагрузке, облегчает усвоение материала.
Участники семинара побывали и на других открытых уроках калмыцкого языка и литературы, истории, посетили мастер-классы на различные темы, развитие критического мышления на уроке калмыцкого языка, устное народное творчество на уроках математики, от танца к языку. Педагоги раскрыли основные формы и методы системно-деятельностного подхода, позволяющего выделить основные результаты обучения и воспитания и создать условия для формирования универсальных учебных действий, которыми должны владеть обучающие. Хальмык таңчин бакшнырта халу менде.